Получается, умные зонты. На ручке сделан у нас маленький экран, который показывает осадки, время и длительность дождей, и в каком количестве они будут. И также имеется система подогрева для рук. От искры до радуги. Таков девиз одной из команд на бизнес-интенсиве. Ребята за минуту должны презентовать свою идею. Их проект «Умный зон» для путешественников со встроенной функцией оповещения об осадках и не только. Сразу после выступления модератор дает свой вердикт и ценные советы по развитию стартапа. Это же будет дорого, разве нет? Да, будет дорого. А для путешественников выгодно это покупать? Это сложно. Если они путешествуют, соответственно, они не при деньгах, как правило. Каждая из 5 команд предлагает по-настоящему уникальный проект. Например, эти девушки представляют платформу идей. Их лозунг «Подари мышцам отдых, а духу бодрость». Целевая аудитория – спортсмены. Это тематические подарочные боксы с наборами для мужчин и женщин, которые, по задумке авторов, должны стать идеальным презентом. Во-первых, один из интересных видов – это то, что конструктор набора действует на сайте. Вы можете самостоятельно собрать наполнение набора и сделать его индивидуально, конкретно для человека, которому вы хотите его подарить. Защита презентаций проходит в рамках проекта Дома молодежных организаций «Школа бизнеса». Двухдневный форум для студентов начался вчера с лекционной части. Будущим предпринимателям рассказывали об особенностях ведения бизнеса, получении дивидендов и даже об экспортном ведении предпринимательства. Участники в восторге от такого формата и признаются, что за короткий срок успели многому научиться. Я учусь на финансах, и подобные мероприятия очень помогают в развитии. Я узнала, как можно вести переговоры с поставщиками, какие бизнес-идеи, в принципе, можно сделать, как их регистрировать, как регистрировать товарный знак. В нынешнее время вот это знать очень полезно. Нас научили правильному маркетингу своего предприятия. Эти 2 дня прошли довольно полезно. Я многому за эти 2 дня научился. Но теория, а без практики никуда. Одна из ключевых возможностей школы бизнеса – живое общение с уже состоявшимися предпринимателями. Ребята могут задать любые интересующие вопросы и получить развернутые ответы, основанные на реальном опыте. А впереди их ждет так называемый бизнес-разбор, где будут детально анализировать проекты начинающих. Дом молодежных организаций в рамках проекта «Росмолодежь предпринимай» помогает разным инициативам, продвигает их, рассматривает их идеи и поддерживает финансово. По окончании интенсива всех участников школы бизнеса ждут не только новые знания и полезные контакты, но и официальные сертификаты, а также специальные призы от организаторов. Вдохновленные и вооруженные идеями, молодые люди готовы покорять мир предпринимательства. Амина Зязикова, Рахман Экажев, Магаз 24.